Сканирую. Сканирую удостоверение, Бриджес. Провожу идентификацию. Готово. Все оружие блокировано до вашего выхода. Груз проверен. Спасибо. Jara, berarti mana? Сэм, мама сообщила мне, что создала оружие для борьбы с тварями. Сделанные ею прототипы в следующем грузе. Грузе, который нужно доставить в портовый узел. Портовый узел далеко от территории тварей, но оружие пригодится, если твари подойдут к городу. Кроме того, люди смогут защищаться во время вылазок за пределы города. Кроме того, в поставке есть различные препараты, а также образцы спермы и яйцеклеток. Эти образцы необходимы для сохранения генетического разнообразия, так как были переданы людьми, живущими вне крупных городов. Благодаря тому, что Хирали искажает время, мы сможем сохранить их так долго, как нужно. Когда груз будет обработан, подключи Кьюбит. После этого весь регион станет частью единой хиральной сети. После этого ты отправишься в озерный узел. Поэтому мы включили в груз припасы для его жителей. Конечно, чтобы попасть туда, тебе придется пересечь озеро. Подробности во втором заказе, который нужно будет взять. Это, несомненно, будет твой самый длинный маршрут. Не забудь взять все, что нужно. Сканирую. Счастливого. Jara. Обеззараживание костюма. Все чисто. Добро пожаловать, Сэм Портер и Бриджес. Спасибо за этот груз. Ну и уловка придется. Получены новые
Данные. Интервью. Мумии, пирамиды и прочее. Кораллы, шоа. Криптобиоты. Давайте. Часть пропускной способности этого объекта доступна в систему. Угу. Сэм, у меня кое-что для тебя есть. Ох, все. Бейсболка, да. Саусайм. Ну, береги себя. Да, давай. Отлично. Доступен новый заказ. Чтобы узнать больше, загляните в термин. Давай. Благодарю вас за поддержку. Не метался нурх tady. Норха. Душтаныха, сунуха таранха. Киргатовга. Бадаран. Яря. Доброе утро, Сэм. Пиздец чумазый. Так. Что у нас там?
Как там ББ. Петя. А махнути спокойно, ладно. Тулетан командировый. Эй. Бля, рюкзагым түбі толы қалауға жатса. О, бля, көндірме оны. Бля, банайсы. Экс-граната номер 0. Вот сахта, что ли, брат? Появись, сахар. Пропускаем. Ты, бля, пополнил экс-гранат. Этого достаточно. Хорошо, что все работает как надо. Новейшая модель в нашей линейке экс-гранат. Вот она, номер 2. Эта модель произведена с использованием экстрактов, полученных из твоих каловых масс. Мы полагаем, что в результате регулярного употребления криптобиотов ты выделяешь компоненты, которые могут быть особенно эффективны против тварей. Если ты хочешь, чтобы мы произвели больше таких гранат, тебе нужно лишь предоставить нам необходимое сырье. Буду ждать твоих отзывов. Дикий вот это нахуй. Сахан катаю не где-то того. Криптобиоты агентура, черблер этого. То есть личное помещение отдохнуть штук. Махтал. Будут договорились. Так, карта памяти. Тух, парень. А, мы уже понял там. Интервью деньга. И синдром дрона. Блять. Является возможно Америки. Доставки до выхода смерти информационные транспортные сети объединяли. Короче, монахтом была. Монахтом хиральная симметрия. Объект Хартман, лаборатория штаб-квартиры Бриджес. Слово хиральный происходит от греческого слова «хейрос», означающего «рука». Сравните свою правую и левую руки. Они похожи по форме и по размеру, верно? А теперь разверните их ладонями наружу и наложите ее
одну на другую. Как видите, их контуры совпадают не полностью, но если развернуть их ладонями друг к другу, они совпадут. Одна рука является как бы зеркальным отражением другой. Но опять же, если сравнить отражение руки с ней самой, они не совпадут. Это и есть хиральность, состояние, при котором зеркальное отражение формы не совпадает с оригиналом. Существует гипотеза, что твари — это отражение нас самих. Мы существуем в одной и той же точке пространства и времени, но наши формы, чем бы они ни были, хиральны по отношению друг к другу. И когда наши частицы встречаются со своей противоположностью, происходит выплеск пустоты. Изобретенная нами форма связи называется спиральной сетью, поскольку используются берега, которые подобны зеркалам, отражающему оба мира сразу. Хирали! Хирали! Не хирали! Да. Так. Именно мумии, пирамиды и прочее. Ну-ка. В какой момент человек окончательно осознал, что такое смерть? Разумно предположить, что примерно так же, когда начали хоронить мертвых. А эта практика существовала еще у неандертальцев. Так. В каком-то смысле понимание смерти способствовало развитию нашего вида. Ее боялись, ее пытались победить. Можно сказать, что практически вся наша история вращается вокруг смерти. Возьмем, к примеру, пирамиду Египта или гробницы древних китайских императоров. Чем могущественнее правитель, тем больше и пышнее место его последнего упокоения. Можно выдвинуть еще более радикальную гипотезу. А что если сами концепции власти и общества возникли исключительно ради создания таких монументов, бросающих вызов смерти? Как бы то ни было, оставляя после себя ничего, способные, по их мнению, простоять века, строители этих сооружений и сами надеялись обрести вечность. Ай, бля, заебал. Стрим стал откуда? Интернет, что ты делаешь со мной? Короче, криптобиоты. Мы называем этих жуков криптобиотами, они упоминались в справочниках баз данных задолго до выхода смерти. Никто не удосужился как следует их квалифицировать. Их название происходит от термина криптобиос, который означает скрытая жизнь. Попав в излишне суровые условия или столкнувшись с дефицитом ресурсов, криптобиот может остановить свой метаболизм, спасти состояние почти что неотличимое от смерти. Тихоходки и хиромомиды также обладают подобной способностью, но у криптобиотов она выражена на совершенно другом... Ой, блядь, заебал. Ханык видеокарта, блядь, ханык видеокарта арсенал, сука. Сука. Блядь, это Аббас. Тут, блядь.
Ой. Ай, нахуй тебя. Пока.